Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу, у тому числі і в Німеччині, звідки зараз у нашому етері мій гість, аналітик, соціолог, політолог, журналіст, публіцист, я не знаю, що ще, Ігор Ейдман. Пане Ігоре, вітаю вас. Привет, Айдер. Радий бачити. Я кажу, радий бачити. Рады бачите. Рад Что видеть это тебя, значит? рад видеть тебя. Взаимно, взаимно. Тоже Вот. рад видеть. Смотри, но ты находишься в Берлине, но твоя публицистика от этого не становится не актуальной или оторванной от действительности, хотя я давно тебя уже приглашаю в Украину приехать своими глазами посмотреть. Надеюсь, ты найдешь время для этого тоже. Извините, я еще болею немножко. Вот, но ты пишешь постоянно к сожалению, я читать тебя уже не очень могу, потому что у меня удалили последний аккаунт на Фейсбуке, у меня больше там нет. 11 лет коту под хвост, как говорится. Вот, но в Телеграме тоже можно читать Игоря Эйдмана, канал Эйдман Ньюс, можете забить и найти. Мысли очень правильные, как на мой взгляд, интересные у Игоря. Я сейчас буду задавать вопросы по мере их актуальности. Ну и, конечно, первый вопрос – это твоя реакция и оценка, и, может быть, то, что ты видишь по немецким медиа, по другим каким-то медиа, какие ты смотришь. Террористический акт на Каховской гидроэлектростанции. Причем там настолько явно, что это подрыв изнутри, и уже воинскую часть называют, кто это сделал и так далее. Но русские говорят, что это украинцы взорвали. Ну, это не выдерживает никакой критики. Взрыв огромной силы, изменивший весь ландшафт в итоге, да. Там какие-то тонны взрывчатки, это бетон же все и так далее. Ну, не будем в технические детали углубляться. Что произошло и почему, Игорь, как ты думаешь? Да, конечно, это, безусловно, совершенно чудовищный какой-то террористический акт со стороны российских властей, потому что они же контролировали Каховскую ГЭС, и, собственно, только они могли ее, по большому счету, как ты уже отметил, взорвать, организовать взрыв такого масштаба огромного. Никто другой просто физически не мог бы туда доставить этот взрыв в таком количестве на контролируемую Россией, значит, территорию, доставить такое количество взрывчатки. И зачем мне это сделать? Интересно, что там что военные эксперты, вот я читал многих, в том числе и западных, они в легком недоумении. С военной точки зрения это какое-то абсурдное действие, выстрел в ногу. То есть, значит, Украина это по большому счету не помешает, но пока в перспективе там нескольких недель украинскому наступлению, так, значит, а россиянам это уже смыло там линию, значит, укреплений, линию их обороны предполагаемой, и очень куча геморроя как раз у россиян, потому что тот берег, который он контролирует, он ниже, да, левый берег. Да. Значит, для чего они это делают? Вроде бы бред, иррациональное какое-то действие. Да, они, конечно, безумны, но в этом иррациональном действии есть значит, замысел. Да? Я не могу сказать, что это свой какой-то смысл, потому что это тоже абсурдно. Но, тем не менее, замысел, не смысл, но замысел. Есть замысел, мне кажется, вот какой. Значит, продемонстрировать всему миру, что мы совсем на голову, как-то материться у тебя нельзя, Да. значит, стукнутые, да, на голову совсем больные люди, что мы готовы устроить любого уровня экологическую, значит, техногенную, любую катастрофу. То есть сегодня они демонстрируют. Вы думали, мы шутим? Вы думали, что это мы только так притворяемся? Понты кидаем, выдаем себя за сумасшедших? Нет, мы действительно абсолютно больные, мы абсолютно, значит, бешеные, безумные люди, да. И сегодня мы взорвали Каховскую ГЭС, а завтра взорвем Запорожскую АЭС, например. А послезавтра вообще устроим ядерную войну. Так что, друзья, обращение, естественно, к Западу, а не к Украине, этот месседж идет. Давайте быстрее заканчивайте, значит, эту войну, то есть сопротивление нам, и, значит, ломайте Украину на какое-то, значит, гнилое перемирие, и иначе мы вообще тут такое устроим, что всему миру мало не покажется. То есть это вот такой, значит, шантаж безумцев абсолютно, да, по типу, как в одесские беспризорники, да, подходили к хорошо одетым господам и говорили: сейчас плюну в лицо, я сифилитичный, дай 3 рубля.
Вот что-то в этом роде, понимаете? То есть они вот говорят: да, мы больные, мы отморозки, мы, значит, можем все, мы готовы на все. Они хотят таким образом, это их последний шанс вот запугать так мир. Это такая агония, то есть это агония. Это как в том известном анекдоте: больной перед смертью потел, потел. Хорошо. Вот они перед смертью потеют. Ничего, кстати, им и не удастся сделать, естественно. Никого они не запугают. Сегодня Шольц уже так, и куча других политиков, естественно, осудили всю эту преступно-террористическую акцию, но никто не собирается ломать тут Украину через коленку, что типа, раз они, ваши противники сумасшедшие, давайте мы не будем их, значит, раздражать, и лучше лапы вверх поднимем. Нет, такого, конечно, не будет. Это лишнее доказательство. То, что они на это рассчитывают, лишнее доказательство их неадекватности. Да, вот так что я думаю, что единственное последствие в этом плане может какое быть, что те же западные политики, они еще раз убедятся в том, что путинский режим и лично там Путин с Комарилей должны быть уничтожены, потому что это экзистенциальная угроза вообще же будущему человечеству, ни больше, ни меньше. Вот так вот пафосно только можно и передать эту ситуацию. Ну вот министр, кроме Шольца, которого я не слышал еще, министр, ну уже многие высказались, министр иностранных дел Чехии сравнил подрыв Каховской ГЭС с использованием оружия массового поражения против мирных граждан, пообещал, что жестокость русских будет наказана. И ну, я вообще не думаю, что... Ну, как бы они в своей логике действуют. Я думаю, что ты прав, конечно, да. Но я не вижу просто, как это Запад может пойти на... испугаться. Вот есть хотя бы... Ну, ты уже ответил, в принципе. Хотя бы какой-либо шанс, что Запад испугается и скажет: ой, Владимир Владимирович, знаете, давайте-ка мы это тут вот это утихомиримся, вы забирайте там себе, что хотите, и больше мы вас не трогаем. Вот почему этого не случится, на твой взгляд? Какие логические аргументы? Это не случится, потому что они уже поняли, до 24 февраля прошлого года иллюзии были у многих, и у немцев тоже. Но после 24 февраля они поняли, что, как я уже тут сказал, да, что этот режим — это реальная угроза вообще существованию человечества, и он должен быть уничтожен. Значит, если они сегодня, значит, пойти у них на поводу, я имею в виду путинских ребят, да, и, значит, сказать: ах, вы раз такие страшные, раз вы способны на такие, значит, жуткие совершенно преступления, так мы лучше с вами не будем, значит, и ссору затевать. Но завтра они будут шантажировать еще на более высоком уровне. Потому что шантажист, он же, если его вовремя не остудить его пыл, да, его не наказать, как не ударить ему по рукам, он будет и дальше хулиганить. Это же известная ситуация, да, что когда шантажируют человека, там, чтобы он заплатил какую-то сумму, это всегда бандиты, в том числе и питерские, Путину хорошо знакомые, так поступали. Если человек эту сумму платил, завтра ему выставляли сумму вдвое больше. Поэтому совершенно очевидно, что на эту вот и разводку дешевую никто не пойдет. Никто, ни один западный серьезный политик на эту дешевую разводку не пойдет. Вот знаешь, правы ли те, кто говорят, что Путин, по-моему, это американского или британского какого-то эксперта, хорошего, не эксперта вот в нашем таком диванном смысле слова, сермяжном, а эксперт настоящий, он сказал, что поведение, или историк, сказал, что поведение Путина сейчас похоже на поведение Гитлера, который... когда он же начал, он напал на Британию именно с чувством превосходства, вот с тем чувством, что британцы ничего сделать не смогут. Значит, ничем ответить не смогут, они, во-первых, на острове, высадиться они не смогут. Значит, авиацию он действительно довольно успешно их уничтожал первое время. Ну вот, но потом британцы собрались силами и устроили вылет там тысячи самолетов, по-моему, на Берлин или не на Росток, не помню, на Дрезден, не помню просто на какой город, то ли на Гамбург. Вот. И они показали, что Германия уязвима, что Гитлер врет, что он... Это был 42-й, 40 нет, 41-й, 42-й год, не помню. Значит, он показал, что... Ну, короче, они нанесли оскорбление фюреру. И, значит, Путин, видя, что, ну, мы тоже это обсудим потом, и атаки такие пристрелочные по московским объектам, и белгородские операции вот этих русских подразделений из ЗСУ, да, они так разозлили Путина, что он начал вот эту, он просто топнул ногами, начал сучить ножками и говорить: разнести все, Киев разнести, все разнести. И начали вот эти обстрелы, неимоверное количество ракет, никогда такого не было, включая кинжалы, вот я в Киеве нахожусь, я говорю, что такого не было никогда. Сначала ну, таких обстрелов массированных не было, да. При этом они не достигают цели своей, ни ПВО не уничтожено, ни
ни одного патриота там не повреждено. Ну, может, там как колесо пробило. Вот. Значит, ничего не случилось из того, что он хочет, но, может быть, эго его удовлетворено, да? И вот то, как сейчас действует, и вот Каховская ГЭС, может быть, в этом русле лежит, можно ли допустить, что это вот такая психиатрическая какая-то агония человека, у которого все планы разрушили, и это даже разрушенный, и даже Затулин, прости меня, Господи, идеолог русского мира, один из это признал публично. Извини за долгий Да, вопрос. безусловно, это вполне вероятно. То есть Путин, он уже давно ведет себя как неадекватно. В последнее время он просто откровенно чудит. Вот это проявляется и в мелочах, и в крупном, да. То есть когда такой диктатор неадекватный, ну там Нерон какой-нибудь, Калигула, Иван Грозный, он долгое время правит, он начинает просто совершать как бы неадекватные поступки ради просто проявления своей власти, что вот я могу все что угодно, да, вести коня в Сенат, там, как Калигулу, сжечь Рим. Вот примерно так же уже чудит и Владимир Владимирович Путин. Вот, например, вроде бы мелочь, да, история с Троицей, да, вот абсолютные примеры самодурства. Такого А я самодурства. пропустил. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям. Я пропустил сейчас. Да? Серьезно? Это довольно нашумевшая история в России, многие об этом пишут, говорят. Решил вот с какого-то бодуна, встав из, не знаю, перепоя или с чего, я не знаю, там, с кокаина, Путин решил, значит, подарить Российской Православной Церкви, ну, очень самый, наверное, известный вообще икона в мире, да, это Троица Андрея Рублева, которая была в Третьяковке. Все против были, все, включая даже и многих иерархов православных, то, что с ней делать, они не очень хорошо понимают, потому что она просто разрушится, она будет уничтожена. Там нет условий ни в храме Христа Спасителя, ни в Троицко-Сергиевской лавре, где она будет экспонироваться. Нет просто условий для хранения. Она и так находится не в очень хорошем состоянии. И там, ну, как бы Третьяковки, она, ее, что называется, лечит постоянно. То есть это просто уничтожил. Он просто решил фактически уничтожить вот, значит, такое известное достояние мировой культуры. Почему? Бундяеву это тоже не нужно. Просто чистое самодурство. Вот я решил, так будет. Вот сегодняшняя вот эта безумная акция, совершенно в другом масштабе, конечно, в катастрофическом, это тоже, вот, я думаю, проявление такого же абсолютного психиатрического самодурства. Раз так, ну что тогда надо? Я сейчас учиню какое-то, значит, такое космическое безобразие в мире. А какое? Что он может сделать? Вот да, действительно, Киев бомбит, ничего не получается. Ну что еще? Взорвать эту атомную станцию? Опять-таки, весь радиоактивный, так часть радиоактивного там этого пепла и осадков пойдет на Россию. Смысл тоже не очень понятен. Ну вот они решили взорвать зачем? Абсолютно непонятно, Каховскую ГЭС. Причем военные эксперты говорят, что это украинцы с точки зрения военной, в военном плане, это Украине более, это, скажем так, более выгодно Украине, чем России. Потому что, значит, наступление они могут сорвать только там на какой-то короткий срок, а после того, как эта война уйдет, она неизбежно уйдет, значит, как раз там будет гораздо проще наступать, потому что смыта, значит, линия обороны первая российская, значит, там уйдет вода из водохранилище, которым Крым, кстати, питается, что для россиян и для их, с их безумным этим культом Крыма страшно важно. И там даже удобнее будет наступать. Но Путин зачем-то решил вот так. То есть зачем? Просто безумное самодурство, видимо, никто ему не может возражать. Единственный человек, который сейчас что-то такое вякает, да, в публичном пространстве, значит, про Путина, или, скажем так, о курсе путинского руководства, резко критическое, это не поверишь, значит, известный бандит и уголовник, и террорист Евгений Пригожин. Все больше остальным глотки заткнули. И все, значит, подстраиваются под то, что ему вещает, значит, российское телевидение. Ну, тут еще, знаешь, мы же крымское телевидение, поэтому с точки зрения Крыма смотрим. Вот это называется «На зло папе, на зло маме, утону в помойной яме». Да. Вот, то есть, и это одна, мы забываем же, но Затулин сказал, не к столу снова будет помянут, что ни одна цель спецоперации, так называемой, не достигнута. Да. Но так вот, одна из декларируемых целей была: это проклятые фашисты украинские не Да. дают воду нам в Крым, а у нас тут рай, значит, здесь будет город-сад, Крым наша здравница, там нам нужны деньги для сельского, вода для сельского хозяйства, промышленности, ну понятно, для армии тоже, да. И вот мы достигли своей цели за 2 часа.
Они уже были на Каховской за 3, по-моему. Это не так далеко. Вот, от Мгм. значит, перешейка. Тогда, 24 Мгм. февраля прошлого года. И вдруг так безрадостно все проиграть, да? Вот, вот мы это расцениваем как свидетельство того, что все, ну, как бы проект Крым закрыт. Он уже то есть не будет никакой здравницы, никаких там этих вот визитов больше, ничего не будет, потому что он решает Крым. Ну, это, конечно, не вся вода, которая есть в Крыму, но какой-то процент, я бы изучал этот вопрос давно, забыл, памяти нет, ну, процентов 30, например, а в северных районах больше. Например, это крымский, вот это крымский, северо-крымский канал и вода с Днепра. Понятно, при потерях, при всех там, при всех этих технологических, он же долго не работал, этот канал и так далее, но тем не менее, это как такой демарш. Воды не будет, дорогие крымчане. Воды нет, но вы держитесь. Вот что это с точки зрения отношения к Крыму и к перспективам? Да, ну, конечно, для крымчане или к Крыму для Путина всегда был такой расходный материал, то есть повод для пиара, повод для того, чтобы вот эту свою гражданскую религию, религию победы, победобесия раскручивать, чтобы там были какие-то, значит, точки, от которых можно отталкиваться. Но вот эта ситуация, она действительно демонстрирует. Да, еще, кстати, тут еще важный момент. Путин же категорически не стратег. Он вообще не может планировать что-то на долгий срок. Я думаю, что он просто в этот момент, когда дал приказ взрывать эту, значит, ГРЭС, он даже не задумывался о том, что это через какое-то время может ударить по Крыму. Да и если и задумался, подумал, ну и наплевать. То есть у него главное, что это даст завтра. А завтра он решил, опять-таки, в силу своего самодурства абсурдного, что это может дать, значит, завтра буквально, да, что мир содрогнется, испугается и начнет умолять его великого Путина остановиться. А он милостиво скажет, я могу остановиться, но при таких-то, таких-то и таких-то условиях. ЦМ, там, заявление Лаврова и прочих клоунов. Теперь ты упомянул сам фамилию Пригожина. Опять, прости меня, Господи, за то, что мы о них разговариваем. Но он стал действительно каким-то странным персонажем. Но до захвата комбригов, ну, наверное, в последний раз комбриг советской армии был в плену, я думаю, что у вермахта. Вот, наверное. Вот. И тут они показывают захваченную фактически в плен, значит, вагнеровскими частями и реального комбрига. Вот. Ну, пьяный он там был, не пьяный, там, но он кается там и так далее. Понятно, что его били, там это тоже видно, даже по носу его. Ну, так, лицо в целом такое побитое жизнью, я бы сказал. Но и опять, вот я не могу понять, может, ты понимаешь, ну вот, без разрешения Путина ничего там делать нельзя, это понятно. Это мы знаем по судьбе многих людей, трагической. Ну вот, что это за игра в Пригожина, вагнеровцев, поганую российскую армию, которую они унижают, Кадырова, который защищает от российской армии, точнее кадыровцев, да, какие-то стрелки назначают друг другу. Похоже на кино, если бы это не происходило в реальности. Ты знаешь, я не думаю, что это какой-то спектакль или кино, да, заранее написанным, по заранее написанному сценарию. Я думаю, что это и вполне реальный, естественный процесс. И называется он, этот процесс, «Русская смута». Вот он начинается, русская смута, как в России, в российской истории было неоднократно. Значит, причем Пригожин — это такой буревестник русской смуты, да, черной молнии подобный. Он там парит, в общем, над Россией. С чем это связано? Я думаю, это связано с тем, что, да, действительно, Путин автократ, без его, значит, без его воли ничего в России не происходило и все такое. Но сейчас в силу вот этих, во-первых, того, что он окончательно потерял адекватность и вообще не контролирует ситуацию, значит, и второе, в силу поражений очевидных для правящей верхушки, я думаю, что они уже пошли в разнос. То есть они уже пошли в разнос. Пригожин проиграл аппаратно все, потерял, значит, крышу Кремля. Это совершенно видно, что на него, что его пытается уничтожить администрация президента. И Кириенко, я думаю, лично. Значит, и скорее всего, и даже не скорее всего, а очевидно, и Пригожин сам об этом говорил, то есть можно с ним согласиться. Он правда сказал, одна из башен Кремля. Я думаю, лично Кириенко попросил Кадырова, значит, опустить Пригожина перед его ядерным электоратом, да, то есть
унизить его. И поэтому чеченские неправильно, кадыровские командиры его пытались, значит, его втоптать в Мгм. дерьмо. Но надо сказать, что Пригожин отбился довольно изящно, он натравил на них, соответственно, своих опреков, которые не менее монструозны. То есть это реально его аппарат он полностью проиграл. Но он пошел ва-банк. Он решил, что пришла уже русская смута, и можно, проиграв аппаратно, выиграть в публичном пространстве, выиграть в политике. Как это ни парадоксально. Вспомни Бориса Николаевича Ельцина. Вот классический пример. Человек, который проиграл аппаратно все, его, значит, отсюда выкинули и вытерли об него ноги, но он отыгрался в публичной политике. Я думаю, что Пригожин пытается сейчас повторить этот успех. У него есть некое влияние еще в верхах, но оно очень ограничено. Я думаю, что прежде всего это губернатор Дюмин. Он очень тесно связан с Пригожиным. Он Какой имел губернатор, извини, Белгородский? Дюмин, бывший путинский А, нет, премьер. это он сейчас кто? И я слышал эту фамилию, но так близко не знаю. Охранник его бывший, да? Да, он там то ли охранник, то ли адъютант его бывший у Путина. И он имел отношение к захвату Крыма большое и А к он созданию губернатор чего сейчас, Игорь? Напомню просто. губернатор чего? По-моему, Тверской области, Мгм. если мне память не изменяет. Мгм. Значит, да, и он, но при этом его во всех, значит, во всех реестрах потенциальных наследников, он всегда там в первой там, пятерке уж точно. Потому что ему Путин доверяет, как своему бывшему халую, с одной стороны. С другой стороны, он тупорылый силовик такой, и, естественно, из спецслужб и прочее, прочее. То есть он многих может устроить. И он продолжает дела иметь, партнерствовать с Пригожиным. Причем, по слухам, он просто реальный бенефициар ЧВК Вагнера, он просто получает бабки с тех денег, которые на этом поднимает Пригожин. И вот такое сочетание, вот Пригожин-Дюмин, оно может быть довольно опасно с точки зрения дальнейшего развития событий, потому что Пригожин как бы бандюган, да, он для то есть то, что он бандюган, это не страшно, но он не номенклатурщик, а Дюмин, он номенклатурщик. И поэтому, если Пригожин невозможно, я не представляю, как его могли бы куда-то выдвигать там на какие-то официальные должности, то, например, имея за спиной Пригожина и его публичную, теперь уже публичную поддержку, тот же Дюмин может претендовать на роль наследника. Почему? Потому что Путин уже не светит, не светит, абсолютно не светит Но это ты никакого. так думаешь, что ему не светит. И может быть я так думаю, и может быть кто-то так думает, но сам фараон так не думает. Фараон так не думает пока, но тот же Пригожин так думает, потому что он понимает более-менее ситуацию, он все-таки там торчит на месте, он понимает, что им хана. Значит, фараон не думает, но к 2024 году, когда будут выборы, это уже очевидно, что это будет очевидно и даже для фараона. И тут возникает вопрос. Во-первых, какие выборы? Ну, выборы это Во-вторых, формально, ну, да. формальность, то есть какая-то пересменка должна быть формальная, да, значит, и это пересмен, ну, как не пересменка в смысле, что Путин должен сдать, он никуда не собирается сдавать, он Конечно. собирается, естественно, и дальше править, 100%. Но, сейчас я тебе описываю сценарий, вполне вероятно. Значит, начинает Украина дожимать путинский режим, путинские войска. Начинается бардак внутри России. Значит, и к 2024 году эти уже, как бы их там помягче назвать, вояки, да, подхватывая на бегу подштанники, бегут в Россию. И дальше начинается полный бардак и что угодно. И здесь, значит, условно, к Путину приходят какие-то ребята, там, не знаю, ФСБшники, кто угодно, и говорят: слушай, чувак, мы в жопе в полной, надо договариваться с Западом как-то, а то нас вообще просто дожмут и всех, значит, все в Гаагу поедем, и тебя тоже прихватят. Давай ты уйдешь так и поставишь человека. Поставишь, хорошо, поставишь человека, которому ты доверяешь. Почему бы не того же Дюмина? Он вроде бы не сильно заморался, по крайней мере, А, его то есть вроде как создать у фюрера иллюзию, что это он решает, кого назначать, Да, да? да, да, да. А. То есть такая форма переворота. То есть переворот может быть и какой? А-ля переворот, как снимали Хрущева, да, это понятно, просто иди нафиг. А переворот может быть такой, и таких случаев тоже множество. Вот как Николая II, например, принуждали отречься от престола. Но В он, значит, пользу отрекся от брата престола. Кости, да, в пользу брата. Алексея, но его принуждали в пользу Алексея отречься, брат Алексей звали, а он отрекся в пользу сына.
да? А Алексей, а не Константин, нет? Михаил, слушай, все, у меня тоже, сына звали Алексей, Ну, убиенный короче, Алексей. нам уже поздно блистать историческими Да, знаниями, да. да, Давай к современности. Михаил, точно. Значит, Вот. то есть, возможно, вот такой вариант, да, что, ну а почему хорошо? Путин настолько глупый, невменяемый, что он не понимает, что в его интересах, вот реально, его просто сейчас тупо посадить, например, Пригожина, этого Демина, сказать, чувак, извини, Дюмин там или как вот там, ну вообще посидишь вот. Или затыкаешь варежку, а этого мы сажаем, потому что он совсем от рук отбился. Слушай, человек, который убивал людей при разных самых обстоятельствах, которые ему мешали, да, изгонял, сажал в тюрьму, любых, даже которые меньше ему мешали и меньше угрожали, да, физически. А что же он, Путин, так не сделает с этими ребятами, если ты считаешь, что это все серьезно? Значит, смотри, и почему он это не сделает? Он, во-первых, еще, может быть, это и сделает. Да? Я думаю, что сейчас его активно и администрация президента, и Министерство обороны, естественно, толкают, там, клянчат у него, чтобы он так сделал. Посадить или убить Пригожина. Это несложно, я думаю. Но тут есть момент. Так как они абсолютно бессильны, они не хотят терять военную силу в лице ЧВК «Вагнер». Им нужно вначале грамотно забрать у Пригожина ЧВК Вагнера или в процессе посадки грамотно забрать, не разрушив эту субстанцию, да, не будет, как реально действующую военную силу, и только после этого они могут расправиться с Пригожиным. Пригожин это хорошо понимает, поэтому он теперь активно, значит, заставляет своих командиров, включая и самого Вагнера Уткина, значит, за него публично вписываться. И когда Уткин вписался, и другие командиры пригожинские публично вписались за Пригожина в конфликт, когда он конфликтовал с Кадыровым, это был месседж не только Кадырова, и прежде всего не Кадырова, а месседж администрации президента, что мои ребята, говорит Пригожин, они будут за меня горой, и вам не удастся меня тихонько задушить, а их переманить на свою сторону и загнать под контроль Министерства обороны. Мы будем, типа, они будут за меня биться там до последнего. И вот этого полковника тоже не случайно подполковника прихватили. Значит, это усложнение. Вот это как бы связка Пригожин ЧВК «Вагнер», который, в общем-то, является реальной военной силой, и который явно не хочет не воевать с ними, они не хотят, естественно, не терять эту военную силу, они не хотят. Поэтому для них это уничтожение Пригожина не такая простая задача. Понял, аргументы приняты. Переходим к Белгороду. Вот. Как у нас называют в Украине, ну понятно, с таким сарказмом бумеранга, значит, Белгородская Народная Республика. Вот, значит, ну все события, которые там происходят, более-менее мы представляем себе. Это, конечно, никакое не кино, как они говорили сначала. Это, конечно, никакой там не кинепанты. Это уничтоженная техника, солдаты, плененные, полковник, по-моему, уничтоженный, командующий этой операцией там локальный, да, контртеррористический, как они там называют. Это абсолютно такого какого-то педофильского вида губернатор этой области Белгородской, который что-то там лепит, который, ну, короче, опять же, прямое предложение Пригожина обменять на вот этого подполковника, значит, пленных отказ, мы русских на русских не меняем, в общем, полный трэш. И все это продолжается, то есть Путину никто не может доложить о том, что территория области зачищена, границы восстановлены и так далее, да. То есть полный абсолютный пад. Вот. Ну не пад, а поражение, в принципе. Как ты оцениваешь эту операцию и реакцию на нее с разных сторон? Да, ну как тут оценивать? Действительно, эта операция, как и предыдущие, продемонстрировали слабость и убожество российской, не только вооруженных сил российских, но и российской государственности в целом. И, собственно, это очень хороший знак, да. И когда я говорю, что этот режим должен рухнуть скоро, да, и в военном плане, и в политическом, среди доказательств этого можно привести вот ситуацию в Белгородской области. То есть они не могут элементарно защитить даже свои границы, да, элементарно. То есть они там пыжатся, чуть ли не пыжились недавно Киев там брать, а что-то болтают о каких-то там Варшавах и Берлинах, они могут защитить Белгородскую область. То есть полная импотенция и полное ничтожество, значит, власти этой, государства и так далее. И так далее. Так что это с одной стороны. С другой стороны, да, очень молодцы ребята из русские добровольцы, которые там воюют, которые
во-первых, они дали, надо сказать, бренд хороший этой операции, потому что понятно, конечно, что они не одни там воюют, естественно, да, не будем там вдаваться в детали. Но, тем не менее, бренд, что это русские наступают, это здорово с точки зрения международного, прежде всего, позиционирования, потому что на Западе есть нервные политики, которые очень боятся, что Украина будет наступать на российские регионы, поэтому то, что это наступает типа российские освободительные силы, это вполне логично. Единственное, конечно, опять-таки, с точки зрения пиара, конечно, я все равно рассуждаю как бывший, да, специалист по информационным технологиям. С точки зрения пиара, конечно, на Западе очень плохо выбранные вот исполнители, я имею в виду вот этот Капустин, в Германии у него репутация просто ниже плинтуса. О нем писали, как о нацисте, много раз немецкие газеты. Это, конечно, я считаю ошибкой, что он является лицом этой операции. Вот. Значит, ну, видимо, просто либералы сидят в Брюсселе и чешут там лясы, и, значит, выступают и так далее, у них другие дела совсем, а воевать не хотят. Так поэтому такие малосимпатичные ребята, им приходится на себя брать. То, что мы, либералы, не делаем. Ну, Да, то смотри, есть воюют разные ребята. И, как по мне, так человек, который воюет сейчас с абсолютным злом, он уже делает что-то симпатичное, а там как бы история расставит все по местам. И по-всякому бывает с людьми, да. Хуже, когда человек стоит на своем до конца и свое вот это отдавливает, вот, и получает в итоге отказывается именно импотентом, ничтожеством и так далее. Вот как раз о реакции, да. Но реакции там властей их и пропагандистов понятно. Но вот Брюссель, ты сам это упомянул, значит, в Брюсселе приглашение литовских депутатов Европарламента, дважды премьера господина Кубилюса и единожды министра обороны, забыл, как ее зовут, да, пани, просто забыл фамилию, собрались русские либералы со всего мира. Но я бы сказал, что пчелы слетелись на мед. Ну, пусть будет так. Пчелы слетелись на мед, на какой-то, на что-то там обсуждать. И в то время как на территории, ну, значит, подконтрольной, ну, условно уже подконтрольной Путину, идут вполне реальные бои, в которых действительно русские граждане, они русские граждане России, значит, расправляются, насколько они это могут и хотят и умеют, если умеют и хотят и могут хорошо, с с армией Рейха, да. И одновременно собрание в библиотеке у нас происходит, ну, грубо так говоря, да. Как это вообще вяжется с реальностью и как это можно увязать в одно? Или это вообще в одно не увязывается, и война будет идти своим чередом, а попытки хороших русских и их, так сказать, друзей на Западе, значит, вот не будут никак не связаны вот с вооруженной борьбой до конца. То есть они до конца будут отрицать вооруженную борьбу, даже когда уже танки там, не знаю, русского добровольческого корпуса будут ехать по, там, не знаю, Тверску. нет, ты что, Айден, когда-то, если там танки русского добровольческого корпуса будут ехать по Тверской, то, значит, позади них будут с флагами свободной России, будет бежать толпа, значит, политиков, всяких деятелей искусств и прочих там российских иммигрантов, которые захотят на этих танках въехать в Кремль. Это 100%. Ты что? Они будут навязывать себя, они будут говорить все время, конечно, так мы же всегда боролись, мы же вместе боролись, мы пахали, я и трактор, как в той пословица. Конечно, ты что? Не-не. Пока они это игнорируют, потому что считают, что это не ресурс. А если это будет ресурс, и который может дать какие-то возможности, они, конечно, попытаются этот ресурс оседлать. Но я тебе хочу сказать, Айдер, я знаю твое критическое отношение ко всем этим либералам и так далее. Я во многом, конечно, могу его разделять, да, но это для меня это скорее самокритическое отношение, потому что я сам себя из их числа не выношу, потому что я сам примерно такой же, честно могу сказать. Я же тоже не воюю, что я могу говорить? Вот они сидят в Брюсселе, а я в Берлине, ну какая разница? Ну, Значит, ты, я ты что хотя не бы воюю? пургу не несешь про прекрасную Россию будущего, про... Вот, может быть. Да. Но я не считаю, что эта вот деятельность опасна. Она абсолютно безопасна и безвредна. Это она герметична. Понимаешь, есть вот процессы в политике герметичные, когда в рамках какого-то, значит, информационного пузыря происходят какие-то безумные, может быть, телодвижения, какая-то жизнь кипит, что-то там кто-то делит какие-то посты, кто-то с кем-то
ругается, кто-то, значит, садится на какие-то финансовые потоки, другой его отжимает и все прочее. Но это дальше, вовне это никакого влияния вовне это не имеет. Вот это вот примерно то же самое. Есть вот такой информационный пузырь, это наша российская иммигрантская общественность, плюс к этому часть еще либералов, которые не уехали из России. Это пузырь, информационный пузырь, политический. Они не могут, не влияют и не могут влиять ни на ход войны, ни на политику западных стран, ни на российское общественное мнение, да, если таковое вообще существует. Кстати, на российское общественное мнение, в кавычках опять-таки, какой-нибудь Стрелков, Гиркин и Пригожин сейчас, причем в сторону против Путина, влияет существенно больше, чем, не буду называть по фамилиям, гуру, там, отцы российской демократии и особо приближенные, там, не знаю, кому. Вот. Значит, да, так вот, они тусуются, они живут, ну и прекрасно, то есть даже, я бы сказал, не они, а мы. Но это как-то некое такое существование, которое, с одной стороны, абсолютно бесполезно, но с другой стороны, абсолютно безвредно, потому что они ни на что просто не влияют. Почему западные политики, в том числе в Германии, да, очень заинтересованы во всех этих процессах? Могу сказать просто по собственным наблюдениям, всегда есть представители на всех конференциях, они следят внимательно, поддерживают, жмут руки и все прочее. Потому что европейцы, они не могут до сих пор себе представить мир без России. Понимаешь? Они не могут его представить. А раз мир без России, как они считают, невозможен, значит, должна быть и нужно заменить плохую Россию, Россию Путина, на хорошую Россию. Например, Россию Каспарова и Ходорковского. То, что Россия Каспарова и Ходорковского абсолютно невозможно, они, то ли они не понимают, то ли они не хотят в это верить. Понимаешь? Вот. Ну, просто невозможно. Абсолютно. Конференция Каспарова и Ходорковского возможно, а Россия Каспарова и Ходорковского абсолютно невозможно. Ну, вот такая вот ситуация. Я тебе прочитаю твит. Значит, счастливый твит. Вот, знаешь, это как вот, я прошу прощения за такое сравнение, но нехорошо сравнивать с беспризорниками и так далее. Ну, с какими киношными беспризорниками, скажем, сравним. Вот они голодные бегут, и какой-то дядя их замечает и дает им по 5 копеек, там, или, может быть, по еды чуть-чуть. И они такие радостные, за ним бегут, и такие, ой, какое счастье. Вот они так ухватились за господина Кубилюса, депутата Европарламента от Литвы, который, по идее, бы должен был помнить развал СССР, построение демократии, потом чеченские войны, потом и все остальное потом, и потом русский рейх. Но, видимо, не помнит. Ну, возможно, был занят чем-то в это время человек и снова верит вот в эту Россию. Они просто счастливы, как дети, вот голодные. Пишет Любовь Соболь, это одна из реинкарнаций Навального. Я их особо не разбираю, это Соболь, Певчих и так далее, Навальный. У них, кстати, у всех подозрительно украинские фамилии. Вот я понять не могу, как человек может, имея украинское или там белорусское походжение, настолько любить Россию. Ну, окей, я не специалист по такого рода извращениям, просто прочитаю. В настоящее время в Брюсселе проходит мероприятие с участием различных участников демократического сообщества России. Я не присутствую там, но хотел бы поблагодарить, но это мы понимаем, кого она благодарит, за то, что вот беспризорников прикормили, значит, поздравили Навального, но это вообще главное. Поздравить Навального — это все, что нужно вообще. Собраться раз в год, поздравить Навального, дальше трава не расти, Украина умри, все украинские дети там под обстрелами, мертвые, покалеченные, неважно. Поздравить Навального и умереть. Ну, в смысле, умереть от счастья. Вот. Значит, дальше поддержку Яшина, Карамурзу и так далее. А дальше начинается такой трэш абсолютнейший. Спасибо вам, это Кубилюсу благодарит, за то, что сказали важнейшие слова. Демократия в России — стратегический интерес ее соседей и мира в целом. Да? То есть построение дворцов на песке — стратегический интерес мира в целом и так далее. Да? Окей, дальше читаем. Россия давно не равно Путин. Россия — это Саша Скучиленко. Опять украинская фамилия. Что такое? Сидящий в путинских застенках за свою антивоенную позицию. Россия — это Лилия Чанышева, боровшись с коррупцией на региональном уровне, а теперь удерживаемая в сезон с коррупцией на региональном уровне боролась. Представляешь себе? Это не Путин, а она Россия. Дальше. Это Мария Пономаренко, писавшая о проблемах сирот, которые не могут получить жилье, посаженный на 6 лет за репост антивоенного сообщения. Это Сергей Фургал, это, по-моему, ЛДПРовец, да, это вот губернатор Хабаровского края, по-моему, если память мне не изменяет. Человек изнутри системы, показавший, как можно быстро стать народным любимцем. Он при этом не перестал ни Украину ненавидеть, ни Путина любить, ни часть, абсолютный фашист.
вот, в фашистской партии ЛДПР, да? Но про Евгения Ройзмана, этого абсолютного безумства, я даже говорить не буду, который между струек всю жизнь скачет. И каких-то Сергей Бойко, можно продолжать долго. И вот они серьезно хотят убедить мир, что Россия, вот эти, ну, полуполоумные люди, борцы за непонятно что в районных отделениях полиции, что это они Россия, а не вот эти сотни тысяч орков, добровольно идущие убивать украинцев за деньги. И они хотят это продать. А скажи мне, удастся это продать западному общественному мнению? Вот в целом, что вот эти Любочки, там, не знаю, Машечки, Олечки и прочие Женечки, что вот они реально, мы здесь власть, вот это, да, и на это можно поставить серьезно, вот, ну как вообще? Айдер, ну я, во-первых, хотел бы тебе сказать, что что я эти люди, да, как бы к ним не относиться, если они сидят в тюрьме, Да и ради бога, я я же не про это, я про политические нет, нет, не важно, не перспективы. важно. Я Да. сделал ремарку, это важно. Потому что я хочу сказать, что я преклоняюсь просто перед людьми, которые сейчас как-то сопротивляются против Путина, неважно как, там тонким голосом, громким голосом, значит, написал просто листовку или пост, или что, неважно, понимаешь, и которых репрессируют, которые за это сидят в тюрьмах. Я могу только перед ними преклоняться и могу сказать, что я к стыду своему не готов был бы сейчас, например, даже на такой Ты, писк в ты, России. ты свою голову Даже пеплом, на пеплом писк не не готов. посыпай. Свою голову Нет, пеплом не я тебе посыпай. серьезно говорю, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Но Они я, молодцы. смотри, а я не преклоняюсь перед такими людьми по одной простой причине. Я не знаю, по каким причинам они сидят, так же, как и Навальный и все остальные прочие. Я из их уст не слышал ни одного слова сочувствия крымским татарам. То есть это такие же расисты, Да как их вождь Навальный. И они почему, никогда не говорили почему ничего. ты все говоришь, что ты не слышал, А найди мне я хотя бы слышал, одну цитату из перечисленных в этой статье, хоть я одну сейчас просто, у цитату. меня нету, собственно, Ты не сейчас возможности найдешь. искать. Да, Слушай, я не я, видел за например, всю я тебе свою могу, жизнь знаешь, что сказать? ни одной Я же цитаты в общаюсь защиту крымских татар от них. Смотри, я общаюсь в социальных сетях живым с людьми постоянно, в том числе и с теми, кто в России живет, да, и я знаю прекрасно, что все практически российские оппозиционеры всячески сочувствуют крымским татарам. Ну, просто как по факту, понимаешь? По Может быть, факту это они, молча, молчаливо нет, сочувствуют. почему молча? Они говорят, пишут и так далее. Я просто сейчас, ну, странно фамилии называть, но это правда. Они действительно, Ну, я я знаю постоянно все сталкиваюсь. фамилии, их примерно человек 15. Это в основном Такая стратегия всего российских 18 из оппозиционеров Петербурга. сейчас немного больше, чем 15. То Ну, есть их 16. всего-то осталось. Их мало очень. И все эти люди, может быть, и можно там, не знаю, да, ну то есть как-то, может быть, больше нужно. Вообще, как бы хорошего мало не бывает. Может быть, больше нужно говорить. Но то, что они действительно и сочувствуют крымским татарам, и многие, по крайней мере, из этих там 30 человек, 15 ты знаешь, да, которые что-то сделали для этого. Вот, это первое. Второе, что касается России, да, значит, Россия будущего, прекрасная Россия будущего и так далее. Значит, есть как бы стратегия, а есть тактика. Значит, стратегия в истории такая, что никто ничего не знает вообще. Все жили, жизнь абсолютно, история абсолютно непредсказуема. Такая штука, что развивается совершенно как путинские ракеты, летит по непредсказуемой траектории. Это с одной стороны. С другой стороны, тактически, конечно, неплохо заигрывать с идеей, я имею в виду, опять-таки, с точки зрения информационных технологий, неплохо заигрывать с идеей разделения между, значит, властью, государством и народ-населением. В любой войне, любая информационная кампания, направленная на противника, она всегда бьет вот по этому стыку, по этому шву между государством, властью и населением. Бьет с разной степенью удачности. Если, например, информационная кампания, которая на деньги немцев, да, и австрийцев, значит, вели российские, значит, пораженцы во время войны, она Первой мировой войны, она, значит, блестяще совершенно сработала, просто блестяще. Именно поэтому. Если бы они писали в своих газетах, там, не знаю, «Солдатская правда», о том, ты солдат, сволочь, преступник, значит, ты, значит, это... Они, солдаты бы шли и продолжали бы убивать, значит, своих противников в войне. Но они писали в газете «Солдатская правда», вы, солдаты, святые люди, вы молодцы, это вот сволочь, царь там, или нет, до этого там, после этого, временное правительство, буржуи гонят вас на фронт, подлые буржуи. И вот это сработало идеально.
Другой вопрос, что я тебе хочу сказать, Айдер, что, к сожалению, множество российских пишущих людей, интеллектуалов, они не смогли создать такую машину информационную, которая бы вот эту карту разыграла, блести, она могла разыграть, я думаю. Значит, эту карту разыграла и нанесла бы существенный ущерб российским войскам, цельности, монолитности этого режима. К сожалению, я, кстати, говорил об этом на всяких сходках иммигрантских, но иммигрантам не до этого, они никто этим не хотят заниматься, естественно. И на меня просто посмотрели Эмигранты — как это от слова гранты в основном, да? Эмигранты. ну, типа, да. То есть на меня посмотрели, когда я говорил, что надо писать листовки там для солдат, для так далее. На меня посмотрели просто как, ну, человек, видимо, куку. И он будет листовки писать, делать больше нечего ему. Но тут у нас, блин, в Брюсселе совещание, в Праге заседание, а в Стокгольме конгресс. А тут на хрен знает что тратить время. А вот, например, те пораженцы, которые были во время Первой мировой войны, они не ленились, писали листовки, статьи, призывы именно в этом направлении. И сработали блестяще. Надо сказать, что в русско-японской войне тоже примерно такая же была история, просто там не настолько очевидно, хотя, скажем так, внутренняя вот эта ситуация, она помогла, конечно, японцам, но не настолько очевидно, как во время Первой мировой войны. Так что с точки зрения тактики информационной, конечно, выгодно говорить о прекрасной России будущего и о том, что вы хорошие, значит, я просто, да, власть плохая. Вот. Но другой вопрос, что, конечно, те люди, которые этим занимаются, они не думают ни о тактике, и не о стратегии, а просто повторяют те мантры, к которым привыкли. Надо сказать, что я тоже, скажем так, еще какие-то иллюзии испытывал достаточно долго. Окончательно мои иллюзии разбились 24 февраля прошлого года. Я просто решил, что я уже не верю ни во что. Я уже Подожди, да какие у тебя были иллюзии до 24 были, февраля? Я что-то были. не помню. У меня были иллюзии, что еще как-то можно, что Россия может в ближайшее как-то время как-то все-таки избавиться от путинского режима и куда-то вырулить на какую-то более не менее цивилизованную колею. Значит, ну просто количество преступлений, количество крови, ужаса перешло в новое качество, да. То есть, конечно, это было все и раньше, но это просто количество, да, по Гегелю, переход количества в качество. И здесь я уже решил, что нет, нафиг не хочу. Вы выписываете меня из россиян, я не хочу иметь с этим всем ничего общего просто. Ты правильно все сказал про тактику, но только вот тактика в отрыве от стратегии дает иногда в кавычках неожиданные результаты. Ну, неожиданные для тех, кто ставит на тактику, то есть на день вперед думает. И все, что ты рассказал, привело впоследствии к становлению самого долгого, устойчивого и кровавого тоталитарного режима. Все эти успехи в тактических операциях против армии Российской империи привели потом к тому, по сравнению с чем Российская империя была образцом разумности, порядочности, законности и всего остального. То есть вот как раз ты как бы подтвердил своими словами то, что ставка на тактику приводит к таким стратегическим провалам. То есть тактику без стратегии нельзя использовать, как бензин без масла вот в двигателе, да? Вот, ну, долго не проедешь, придешь потом ну. Ну, возможно, ты и прав. Ну, просто как бы стратегия, то есть будущее дальнее, оно, как я уже сказал, абсолютно непредсказуемое. И, кстати, совершенно то есть в ситуации, когда вся эта информационная кампания шла, скажем так, не было никакого, Россия не была еще в тот момент обречена на то, что именно большевики придут к власти. Большевики пришли к власти во многом в силу в течение множества случайных обстоятельств. И могли не прийти запросто. Просто такое тоже могло быть. Это только там у марксистов, у них такой фаталистический подход, да. Значит, а в действительности все абсолютно случайно. Очень часто в истории случайности. Поэтому это стратегический исход, он был определен целым набором случайностей и с тактическими успехами напрямую не связан. Может быть, может быть. Но закономерность состоит в том, уже доказанная закономерность, что любые попытки демократических изменений на территории, центром которых является поочередно то Москва, то так называемый Санкт-Петербург, начиная с восстания декабристов, а если покопаться со всех этих Лжедмитриев, с восстанием Пугачева и так далее, приводит исключительно и всегда только к одному результату. К
к усилению рейха. Вот и все. И то, что ты сравнил Пригожина с Ельцином, блестящее сравнение. Я до такого не дошел, если честно. Но да, если так подняться, то чуть сверху посмотреть на все это, да, в ретроспективе, да, тоже такой отверженный коммунист и так далее. Здесь отверженный, там, не знаю, путинист. Что-то есть похоже. Ну, как бы, какие времена, такие и Ельцин. И Ельцин был таким алкоголиком, таким широкой медвежьей душой, а это зачара просто такой, да, на новом витке, надеюсь, на последнем витке. Я хочу, чтобы ты свою аналитику сказал по этому поводу. Тут я спорить с тобой не стану, потому что мои убеждения не меняются никогда. И я сколько видел в Навальном человека очень хитрого и нечестного, и злого, так я и вижу у него такого же человека, но я не про него сейчас. Он сидит в тюрьме, наверное. Но я про его адептов. Вот в Европе вдруг выяснилось, все вдруг увидели, что в Европе очень много русских оппозиционеров. Их никто не видел в России в основном. Они давно там уже разбежались до одиночных пикетов после смерти твоего брата двоюродного Бориса Немцова. Убрали, свернули украинские флаги, начали ходить против коррупции. И в итоге все это на ноль, значит, свелось. И вот они всплыли, именно всплыли в Европе. Выяснилось, что их целая площадь Вильнюса, например, да, площади Риги, Берлина, ну, разных количествах, везде в разных количествах. И эти акции, я описываю просто их сейчас для тех, кто их не видел, отличаются полным отсутствием поддержки Украины, значит, полным присутствием разговоров только о самих себе, об их бедах страшных, не об убитых в этих же дни украинских детях, там, и русскими ракетами, не осуждение обстрелов, ничего. У нас есть герой, это всегда сильно мне напоминает поведение секты, вот, то есть сосредоточенность вот на одном только, в точке. Ничего мы не видим вокруг, точку вижу, больше ничего не вижу, да. Вот, и как-то грустно на это все смотреть, и вот эти бывшие ведущие «Эхо Москвы», и которые ни слова не сказали в защиту Украины, и не скажут никогда, у них как будто рот зашит, да, и это мы обсуждаем сейчас не Пригожина и не Гиркина, да, а людей, которые ассоциируются с оппозицией. Что с ними так, а что не так, вернее, а что с ними может быть так, может быть, есть какая-то логика, и ты как-то это объясняешь, такое поведение Страуса, даже в ситуации, когда вроде бы все ясно. Я не знаю, на каких ты акциях был. У нас в Берлине Никаких не акции было, в все время... Украине не было, в Украине не проходят Я акции в понимаю. поддержку. Но у нас в Берлине акции все российских оппозиционеров, они всегда присутствуют украинские флаги, естественно, говорится об Украине постоянно и все время. Вот я на последней акции, на которой я был, это она была, значит, 8-9 мая, значит, в парке Тиргартен, где беснуются толпы совершенно такого ватников, пьяного быдла. По-другому не могу сказать. Просто быдло плебса какого-то жуткого совершенно. Значит, и я 8-го не был, я пришел 9-го, там выступал. Были люди разные оппозиционеры, причем, скажем так, либеральные вполне, не навальнисты, и навальнисты, и какие угодно. Значит, проводил это все «Демократия я». Это в основном довольно молодые девушки, женщины из Берлина, русские мигрантки. Да, естественно, в каждом выступлении в Украине, в каждом выступлении проклятие агрессору, естественно, украинский флаг, естественно, все было вокруг Украины. Дальше. Потом мы пошли, значит, из известных людей там была Ольга Романова еще. Значит, мы пошли вот с компанией людей, включая Ольгу Романову, еще там ребята, ну, не, скажем так, не с такими известными фамилиями, прям вклинились в толпу быдла плебса, вот этого зверского. Нас там хотели реально налинчевать. Там реально еще какие-то тетки набросили, значит, на одного человека, который был с камерой, значит, у многих были значки с украинским флагом. Потом мужик реально с финкой, с ножом побежал на нас. Просто у меня есть в Телеграме и в Фейсбуке фотографии. Значит, и очень реально, что все это были, естественно, российская либеральная тусовка. Значит, в конце, конечно, полиция нас все-таки спасла, что называется, от линчевания. Но если бы она немножко, там, на минуты на 3 или на 5 задержалась, то я думаю, что мы с тобой уже не разговаривали. Я не шучу, я не преувеличиваю. Так что русские либералы, русские мигранты, они, вот, по крайней мере, в Берлине ведут себя совершенно адекватно. Естественно, у нас украинский флаг.
Вот. Так что вот я могу сказать это, про это. Что касается Навального, ты его ненавидишь, я к нему отношусь хорошо. Я не могу А сказать, что я его хорошо, близкий друг. Игорь, это потому, что он легитимизирует оккупацию Крыма, сказав, что Крым не бутерброд, и Путин может продолжать Значит, дальше? во-первых, он что там промямлил, сказал глупость, да? И, значит, я же, понимаешь, если я был святой, я бы мог за каждый глупый, от которой он уже опроверг. Значит, Каким за каждую образом ошибку он опроверг? он сказал совершенно четко и недвусмысленно, что он за то, чтобы будет выступать и бороться за то, чтобы Россия и, соответственно, Украина вернулась к тем границам, которые были до, значит, аннексии Крыма, до 2014 года. Это можно цитату найти легко. Я ему, конечно, передаю своими словами, но смысл очевиден. И это можно легко найти в интернете. Значит, да, он много говорил глупостей, но я много говорил глупостей. Все мы иногда говорим глупости. Это первое. Второе. И по поводу его борьбы с коррупцией мы с тобой уже спорили. Я, конечно, считаю, что сейчас это абсолютно бессмысленная затея, но в свое время это давало какой-то шанс раскрутить, значит, общественное мнение, народ в крупных городах, по крайней мере, против власти. Это против власти, преступной власти, которой все мы желаем, значит, смерти, да. Значит, вот. И я его не идеализирую абсолютно, но я к нему отношусь хорошо. Знаю его немного, но и, кстати, в личном общении тоже у меня было приятное от него впечатление, скорее, чем неприятно. Значит, вот и все. Дальше, значит, еще что? Да, дальше я не знаю. Вот я рассказал тебе про акции, которые есть в Берлине проводятся. А мне интересно, почему ни один российский оппозиционер не выучил? Вот они говорят, что они русский язык знают, но я утверждаю, что я знаю русский язык лучше их всех. Но это опять мое личное мнение. Можем диктант написать. Но почему они не знают один русский глагол, который в нейтральной форме звучит «извиняться»? Ты знаешь, вообще проблема эта большая, кстати. А я недавно об этом думал. Проблема вины, ответственности, извинений. Это удивительно. Но вот мне, например, совершенно не... Мне кажется естественным, вот, например, извиняться за ошибки, признавать вину. Я все время об этом говорю, и часто, вернее, об этом говорю. А для большинства они начинают возмущаться, оскорбляться. Удивительно. Вот был такой поэт хороший, начала 20 века, Иннокентий Анинский. Мгм. У него есть стихотворение про эстонок, да, если ночи тюремные глухи, если сны паутинные тонкие. Это о матерях эстонских партизан, которые воевали с царским режимом во время революции 5 года, и их казнили. И вот матери как к нему приходят ночью. Там, так. И дальше он говорит, что, значит, что спи спокойно, палач с палачихой, улыбайтесь друг другу любовней. А ты там такой, ты тихий, в целом свете тебя, то есть самого его, нет виновника. И для Иннокентия Анинского, который, конечно, естественно, ни в каких репрессиях и казнях не участвовал, было совершенно нормально признать как бы вину за те преступления, которые совершаются на его родине, от его имени, его той империи, гражданам которого является. Для наших современных это почему-то, они все считают, что это что-то как-то... Я думаю, что это, я даже не знаю, с чем это связать. Какое-то стихийное, это я еще заметил в 90-е годы. В России исподволь распространилось какое стихийное ницшанство, да? Что все начинают мнить себя сверхлюдьми и поступать по принципу падающего подтолкни. Вот как бы ни в коем случае не проявлять слабость, ни в коем случае не проявлять ответственность, какое-то чувство вины, что-то в этом это все плохо и прочее. Не знаю, откуда это, не знаю, но это факт, это правда. Ну, понимаешь, если нет ответственности, нет чувства вины, то где гарантия, что эти люди не построят то же самое, если они не искупают свою вину даже словесно? И вот просто я хотел бы прочитать стихотворение, бог знает какого года, даже не знаю, это еще советские времена, это я сейчас его нашел, это стихотворение Акуджавы, ну, как бы, да, они считают все его своим кумиром, как почему-то Новодворскую, теперь канал «Дождь» снимает фильм про Новодворскую, которую не терпеть не могли, всегда гнобили, там вместе со всеми этими русскими либералами называли сумасшедшей, радикалкой, а сейчас оно у них иконой становится. Они за икону будут теперь прятаться за Новодворскую. Ну окей, ладно, это подлость, но окей. И вот Вакуджава, всего там несколько строчек, да. Я был бы рад покоем восхититься, но нет его, тяжки судьбы удары.
простите меня, турки-месхетинцы, простите меня, крымские татары. Когда вас под конвоем вывозили, когда вы на чужбине вымирали, вы ведь меня о помощи просили, ко мне свои ладони простирали. Когда на мушку брали вас подонки, вы ведь меня просили о защите. Когда-нибудь предъявят счет потомки, и мне одному, я вас прошу, простите. Почему я не представляю себе, и даже близко подобные строки из уст ни одного российского оппозиционера вообще? Ну вот мы же говорили об этом, я даже не знаю, с чем это связано. Возможно, это вот просто Акуджава и Анинский, это было другие поколения российских интеллигентов, которые воспринимали, скажем так, чувство покаяния и ответственности за события как норму. А сейчас какое-то вот это еще с 90-х годов, как я уже сказал, распространилось, это странное стихийное нитшанство, что, то есть, скажем так, нельзя проявлять слабость, нельзя ни в чем каяться, нужно все время Но это же, позиционировать. скажи, Игорь, они не копируют Путина таким поведением? Ну, ты понимаешь, в чем дело? И вот ты говоришь, они так же себя будут вести. Нет, не будут они так же себя вести. Почему? Почему? Потому что, я сейчас тебе объясню, потому что Путин и его комарилья – это люди абсолютно отмороженные на голову, с иррациональным подходом к жизни. А эти люди, они, я их не идеализирую, но подход к жизни у них вполне рациональный. Они будут, что они будут делать? Они будут, вот как вот условный Навальный от Копа, если они придут к власти, что они будут делать? Они будут, дружить с Западом, с очевидностью, значит, по старым своим связям. Б, значит, вести себя так, чтобы, опять-таки, их принимали в западном мире, ну, как людей, а не как говно. Значит, в принципе, вот Ельцин и при всем своем алкоголизме и самодурстве, и его компания приближенных, там были куча всяких людей, жулики всякие, хрен знает кто, но они старались так себя вести. Ну, Единственное, не Игорь, единственное, а очень... ну и чем это закончилось-то опять, как в истории с статическими, да, Нет, успехами? Да. теоретически, может, в России как бы эта история как маятник. Ты говоришь, не придет ли опять к нынешней ситуации, если это так все будет развиваться. Как я уже сказал, в истории огромное место имеет случайности. Да? Может прийти, может. Я, кстати, хочу сказать, что Путин абсолютно не был, Россия не была обречена на Путина. Любой другой из тех преемников, который обсуждался при Ельцине, я уже не говорю про Немцова, но тут понятно, да, но даже условный какой-нибудь Степашин, он жалкий, жулик мелкий и так далее, но, понимаете, вот эти безумства, это они очень личные, понимаешь? Роль личности в истории огромна, как и роль случайности. Вот этот марксистский фатализм, его уже давно сдали в утиль, да? Но тем не И менее, да, тем не менее, как мы знаем, толпы, именно кучи людей, это вообще очень советское выражение, пытаясь лично от него избавиться, что людей не бывает кучи, куча бывает только говна. да, Это абсолютно советский лексикон, да. Вот. В Украине нет сочетания купа людей. Ну, просто нет. да, Вот. Это наше с тобой наследство. Вот. да. Значит, будем избавляться. Так вот, почему-то эти кучи людей и миллионы людей, что-то они выбрали не Бориса Немцова, а не даже Степашина, а почему-то Путина. Значит, что-то... Айдер, я тебе расскажу сейчас элементарно, Ватсон. У Немцова, когда он приехал в Москву, рейтинг был зашкаливающий. Он был проходной абсолютно. Потом он, значит, поругался с олигархами, и они его стали опускать, Березовский с Гусинским. Стали его опускать, и опустили и его рейтинг. Значит, Путина все было ровно наоборот. Рейтинг у него был ноль, значит, но тот же Березовский там и прочие Абрамовичи с помощью телевидения начали его надувать, эту лягушку, да, через трубочку, по которой Отлично. А сколько почему, зарабатывают. а почему с украинцев не получилось надуть через трубочку? Почему в Украине Вот это не я хочу проканало? сказать, молодцы украинцы. Вот в Украине, конечно, гораздо более свободная страна, свободный народ. Она, вся история постсоветская, да и до постсоветской Украины подтвердила, что народ и страна в Украине гораздо более свободны, чем в России. У нее нет этого имперского проклятия, нет этого имперского мышления, этой татистской психологии. Там вольный, видимо, еще от казаков, что ли, вот такой вольный дух, собственное достоинство, культ Прекрасно, героя. прекрасно, дякую, Ігоре. Прекрасно поговорили ми з тобою, Ігор. Я думаю, багато людей з нами посперечаються і погодяться, і багато чого можна говорити, але закономірності деякі все ж таки існують, і чомусь саме там, в Росії, відбувається одне і те саме століттями.
Але все одно все вирішать Збройні Сили України за підтримки українського народу і західного відповідального політичного і громадського суспільства. Дякую, Ігор. Ігор був з нами. Дивіться АТR далі. Спасибо.